Срочное погружение. Срочное погружение. 180 метров. На глубине 30 задержаться. Есть. Это был обычный поход, коих за плечами опытных моряков атомохода «Курск» было уже порядком. Лодка на тот момент слыла одним из новейших и самых грозных оружий Северного флота. Ее характеристики позволяли в случае боевых действий уничтожать целые соединения кораблей противника, состоящие из ударного авианосца и 3-4 крейсеров. И моряки гордились местом своей службы. На что обращаю внимание? Ставлю всем задачи. Первое. Неукоснительное выполнение своих обязанностей согласно корабельного устава, книжного номера и тепловых корабельных расписаний. Главный вопрос жизнеобеспечения личного состава – это вопрос выполнения мер безопасности всех действий личного состава, которые не допускают создания экипажа на корабле в целом нештатных ситуаций. На ваших экранах не постановка. Это уникальные кадры, снятые самими подводниками Курска всего за несколько месяцев до трагедии. И это последняя общая видеозапись экипажа. Четкие указания командира корабля, четкое их выполнение. В тот роковой день, 12 августа 2000 года, в отсеках все так же гудело, был такой же боевой инструктаж, моряки также боролись с ледяным норовом Баренцева моря. У них была своя особая атмосфера. Нижний белье, так что снимает. Масло моторного лучше. Лучше, да. Ну, давай, следующий вопрос. Качни, да? Да, качни уже. Качни, да? Встречается. Но лови. Давай, пожалуйста. Среди 118 членов экипажа 7 наших земляков. Их называли настоящими русскими подводниками. Капитан Колесников, о котором потом напишет песню Юрий Шевчук, и чьи записки сегодня главный раритет тех событий, работал наравне со всеми и говорил нужные слова. Отчаянные усилия привести всех в порядок может стать лучше. Конечно, не получится, хотя прикладывали все усилия, но работаем не за страх, а за совесть. Поэтому приз не главное, главное чувство выполненного долга. В офицерском кубрике тоже своя домашняя атмосфера. Здесь отдыхали в импровизированном зимнем саду, а люди пели наравне с птицами. И это на глубине в несколько сотен метров. На пирсе тихо час ночной, тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идет домой. Веселиться эти ребята тоже умели. Вот здесь моряки шутят и поют песни, играют в свое поле чудес. Нет даже намека на снисходительное отношение офицеров к матросам. Говорят, не принято так у подводников. На борту, можно сказать, даже семейная обстановка. И ушли они тоже по-семейному вместе, плечом к плечу, как и подобает настоящим русским солдатам.